в летний курортный сезон, особенно вот сейчас, как мы понимаем, пик идет сезона, кратно увеличивается количество транспортных средств, увеличивается трафик на дорогах нашей страны, движение становится плотное. И, конечно, в связи с этим происходит увеличение и дорожно-транспортных происшествий, увеличение и нарушений правил дорожного движения. Если говорить коротко о статистике за 7 месяцев работы госавтоинспекции, можно сказать, что за 7 месяцев 2026 года зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погибло 23 человека, и ранения получил 101 человек. Если говорить за аналогичный период 2025 года, зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 23 человека, и ранения получили 110. То есть эта статистика, конечно, отражает реальную ситуацию, потому что все факты дорожно-транспортных происшествий, тем более с летальным исходом, они фиксируются и они отражены в этом отчете. Если говорить, могу коротко раскрыть, чтобы, если будет интересно, из 23 погибших, 4 человека это пешеходы, на которых был совершен автонаезд. Из числа погибших, если брать по национальному признаку, 11 человек это граждане, представители титульной нации, нашей абхазской, и остальные это уже представители других национальностей. Если говорить о возрастной категории погибших, то основная часть это возрастная категория с 20 до 40 лет, и вторая категория с 55 лет и более. То есть, несмотря на возраст людей и соответствующий, наверное, стаж вождения, такие случаи имеют место. Из общего количества дорожно-транспортных происшествий у нас мы ведем и такую статистику тоже. Дорожно-транспортные происшествия автомобилей с левым расположением руля составляют 40, с правым расположением руля 41. То есть фактически уже приравнено, потому что, наверное, и автомобилей с правым рулем стало очень много у нас на территории. Если говорить об основных причинах дорожно-транспортных происшествий, это, как всегда, у нас выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это те причины, которые у нас из года в год способствуют дорожно-транспортным происшествиям. Если говорить о количестве выявленных людей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии, то за 6 месяцев их было выявлено 1214 человек, из которых право управления транспортным средством, то есть лишены прав, были 965 человек, и 249 материалов по данной статье было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Также необходимо отметить, что у нас по новым изменениям, за повторное вождение в течение года лица, лишенные управления, подвергаются административному аресту, если в трезвом состоянии на 5 суток, если в алкогольном или ином на 15. У нас 72 человека за 7 месяцев подвергнуты административному аресту на 15 суток за то, что они повторно в течение года управляли транспортным средством без водительского удостоверения. То есть это та статистика, которую мы имеем на сегодняшний день. Большая работа проводится в данном направлении. И, конечно, есть и вопросы к работе госавтоинспекции и так далее, но необходимо отметить, что на сегодняшний день существенным подспорьем, помощью в работе ГАИ являются камеры фото-видеофиксации, установленные на республиканской трассе прежде всего. Эти камеры у нас появились в рамках реализации государственной среднесрочной программы развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в рамках которой были приобретены и аппаратно-программные комплексы нового поколения, которые у нас представлены, сервера обработки данных, и проведена модернизация, то есть там комплексная работа была проведена, то есть это не просто установили камеру и она заработала, то есть там большой комплекс работ был проведен. У нас на сегодняшний день по республиканской трассе установлено 23 новых аппаратно-программных комплексов. Это современное высокотехнологическое оборудование, которое позволяет нам выявлять тех нарушителей, о которых мы говорим. И, если говорить по расположению, то от Псоу до Сухума у нас 27 камер, и от Сухума до Очимчира у нас 11 камер. Также в рамках реализации этого проекта у нас
введено в эксплуатацию 7 рубежей контроля. Это рубежи контроля проезда автотранспорта, которые позволяют выявлять тех нарушителей, где им, соответственно, впоследствии вручаются эти постановления об административном правонарушении, и также где взыскиваются с них штрафы и составляется административный протокол. Также 5 мобильных рубежей контроля, которые позволяют уже мобильно передвигаться не только по республиканской трассе, но и в любой другой части нашей страны, где они могут проводить соответствующую работу. Вот я почему говорю об этих камерах, потому что вот из практики, из анализа деятельности уже можно сказать, что там, где они расположены, в этих местах у нас снижается скорость, снижается аварийность, снижается дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом и с травматизмом. То есть эти камеры реально приносят пользу и эффект, и мы видим тот вклад, который действительно они вносят в обеспечение безопасности дорожного движения. У нас есть еще одна, значит, по этим камерам работа, которую мы проводим. Сегодня они используются, их функционал, к сожалению, используется не на полную мощность, потому что помимо скоростного режима эти камеры видят еще пересечение сплошной линии, выезд на встречную полосу, отсутствие ремня безопасности, разговор по телефону во время движения. Для того, чтобы вот эти нарушения мы фиксировали, то есть фиксировала эта камера, она их фиксирует, но мы не можем их, значит, предъявлять водителям в связи с тем, что нам необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Эта инициатива уже нами подготовлена, разработана и отправлена в администрацию президента для согласования и последующей отправки в парламент. Вот как только мы внесем соответствующие изменения, функционал этих камер еще больше расширится, и, соответственно, они будут видеть больше правонарушителей, и будет у нас и кратное, наверное, увеличение нарушителей в том числе. Вот если коротко сказать о статистике по этим камерам, вот за период функционирования этих камер с 1 января 2024 года по настоящее время у нас вручено порядка 200 тысяч постановлений об административных правонарушениях. То есть это 200 тысяч нарушителей фактически, которым были предъявлены нарушения фото-видео фиксации в режиме там, фотографии, видео, там, в каком виде они хотят. Значит, из которых было оплачено 154 миллиона 763. Извиняюсь, из которых было оплачено 154 тысячи 763 постановления. То есть из 200 тысяч, которые были вручены. И в республиканский бюджет поступило 111 миллионов рублей. Это за какой период времени? Это с 24 года по настоящее время. Значит, а все платят? Но с этим у нас тоже есть проблемы, конечно, не все платят, и с должниками у нас проводится отдельно соответствующая работа, вплоть до изъятия транспортных средств. Значит, если говорить о том вот результатах непосредственно за 7 месяцев этого года, вот за 26 год вручено постановление 68 тысяч. То есть это 68 тысяч нарушителей правил дорожного движения. В то время как в прошлом году было 50 тысяч. То есть на 17 тысяч, более 17 тысяч нарушений в этом году больше было выявлено. И составлено административных протоколов 10 745. В то время как в прошлом году было 2000 составлено. То есть разница составляет 8660 выявлений. То есть это говорит о той существенной работе, которая сегодня проводится. Ну и также, соответственно, поступления в бюджет, они в разы выросли по сравнению с прошлым и там, аналогичным периодом. Это все мы говорим потому, что действительно вот эта работа в совокупности, она позволяет минимизировать дорожно-транспортные происшествия, навести порядок на дорогах нашей страны, несмотря на то, что там на сегодняшний день мы видим, что не везде это получается, потому что этих камер, наверное, недостаточно. Их да, я бы хотела больше. Уточнить. Вы сказали о том, что с ПСУ до Сухума достаточное количество видео- и фотофиксаторов. А как обстоят дела с восточной частью? Я, кстати, не сказал, что достаточно, я просто сказал, сколько. Чтобы было по достаточно, мере, их должно быть в разы больше, потому что в восточной стороне у нас 11, ну, этого не хватает, потому что мы видим, что реальная польза от этих камер есть. Мы, во-первых, это современные передовые технологии, которые позволяют нам идти в ногу со временем. И вообще, чем больше мы, кстати, за то, чтобы минимизировать контакт сотрудника ГАИ с водителем, для того, чтобы не было ни спорных ситуаций, не было никакой коррупционной составляющей, для того, чтобы эта работа была прозрачная,
И камеры фото-видеофиксации в этом очень правильно помогают. И существо нарушения видно, это не на усмотрение инспектора происходит, и не на его взгляд, это зафиксировано камерой, где есть фото и видеофиксация. И это высокотехнологичное оборудование, повторюсь, которое действительно сегодня используется в развитых странах. Сегодня вот такое оборудование есть у нас. Вот. Я хотел бы еще дополнить, что там бывает мнение водителей, что штрафы, которые взимаются с водителей, поступают там куда-то непонятно куда. Значит, все камеры фото-видеофиксации, все аппаратно-программное обеспечение и комплексы, все находятся на балансе МВД. Все средства в 100% объеме поступают в республиканский бюджет. Это вот, чтобы было понятно.